о тех чеченцах в кавычках, которые добровольно воюют за Россию. Исторически чеченцы принимали огромное количество беглых людей со всего Кавказа и России. Они давали им приют. Даже когда власти требовали выдать этих людей, чеченцы не выдавали их и были готовы за них воевать. Представьте, какое огромное потомство могли оставить несколько тысяч таких людей, целые поколения и большие родовые ветви. В то же самое время настоящие коренные чеченцы воевали в Кавказской войне, поднимали восстания, защищали свою землю и погибали за нее. Лучшие сыны Чечни поколениями уходили на войну и не возвращались. А пришлые люди в то же самое время ассимилировались, выучили чеченский язык и внешне стали частью чеченского общества. Но по моему убеждению, у них не было той глубокой, органической и исторической связи с этой землей, которая была у коренного населения. Именно поэтому они переходили на сторону России, так как это было безопасней и выгодней, что они и до этого показали, ассимилировавшись с чеченцами. Это не сегодняшняя реальность, это происходило поколениями. Эти люди создавали семьи, оставляли потомство, и за сотни лет эта родовая ветвь могла разрастись до огромных размеров. Представьте народ, который сотни лет воевал против такой огромной империи, как Россия. Можно сказать, голыми руками воевал против армии, артиллерии и всей государственной машины. Представьте, насколько сильна должна быть связь человека со своей землей, чтобы поколениями приносить ради нее такие жертвы. Нужно знать чеченский народ, его историю, культуру, менталитет и отношение к родной земле, чтобы понять мою мысль. Я не верю, что человек, который действительно несет в себе эту историческую память и эту органическую связь с землей, способен добровольно перейти на сторону России. Для меня это невозможно ни ментально, ни духовно, ни внутренне. Поэтому перестаньте автоматически называть чеченцами всех, кто говорит на чеченском языке или носит чеченскую фамилию. Ассимиляция и знание языка еще не означает, что человек унаследовал историческую память, характер и связь народа с его землей. Я говорю именно о добровольном выборе. Я никогда не поверю, что человек, глубоко и органически связанный с чеченским народом, его историей и землей, способен сделать такой выбор. Хааху адичидион.